В суровые годы войны народы Якутии, как и другие народы Советского Союза, проявили бессмертный подвиг в боях за Родину. Из Якутии в армии было призвано более 60 тысяч человек. Они храбро сражались в бою с врагом. Многие остались на полях сражений. Мы никогда не забудем слезы матерей, отдавших Родине своих сыновей. Сегодня мы встретились с ветеранами войны и тыла, чтобы они нам рассказали о событиях Великой Отечественной войны. Конкин Петр Кириллович, гражданин СССР, России, рождения 27 года, 5 января. Мне уже идет 89 год. Вот. Я родился в Рязанской области, в селе Андреяновка. Сейчас этого села нет, даже не село, деревня была. Сейчас этой деревни нет. Я там не жил, я только там родился. Наша семья переехала в 28 году в Сибирь, в Зиминский район Иркутской области, в лесопромышленные предприятия и предприятие леспромхоз. И там, значит, отец работал завфельдшерским пунктом, и мы там жили. Где застала вас война? Какие чувства вызвали? Когда войну объявили, мы с отцом находились в это время. У отца был отпуск, и, значит, там мы в верховьях реки Зимы находились, под Саянскими около Саянских гор. И, значит, поезжаем домой с рыбалки, на лодке приплыли. И в поселке нашем молодежь, значит, ходит, поет песни еще. И вдруг они нам говорят, объявлена война с фашистской Германией Советскому Союзу. Вот. Но это, конечно, было и неожиданно, и в то же время предсказуемо. Дело в том, что войну все-таки предвидели. Вот наши старики, с которыми я, кстати, встречался там на охоте, они сказали, два там были старых охотника, соболятника, еще до революции они промышляли соболей, они сказали, наверное, скоро будет война. Это были не какие-то политики, не какие-то, значит, такие образованные люди, обычные люди, и они предвидели, что война будет. Ну вот, на второй день, значит, уже проходило там митинг был, кажется, был, да, что так и так, Гитлер напал на нашу страну, а вскоре выступил Молотов. Помните ли вы свой первый бой? Я не думал, что меня призовут. Во-первых, Германия будет скоро, вот-вот, разгромлена, и какой там будет бой. Но потом, оказывается, нас призвали в ноябре 1944 года уже. Но до этого я работал, еще с 15 лет мы работали. Школу у нас закрыли потом, потому что все сокращалось. Учителей взяли, призвали на войну, или на службу, или на войну, как хотите. Вот. И, значит, пришлось идти работать. Были трудное материальное было положение. Вот. Продовольственные карточки. Мы работали наравне со взрослыми, без выходных, значит, по солнцу, как говорится, вот, на лесозаготовках. Я попал на Восточный фронт, понимаете? На Западе уже война заканчивалась. Я был призван за полгода до победы над фашистской Германией. За полгода. Понимаете? Пока нас учили, обучали, и тут, значит, объявили войну с Японией. Вот. Я попал в 17-ю армию Забайкальского фронта. Войну мы закончили на территории Манчжурии, и потом нас обратно вернули в Монголию, где мы стояли до этого. В армии я прослужил еще много лет. Всего я служил без 2 месяцев 8 лет в армии. Я попал в авиацию, окончил авиатехническую школу, работал в авиационных боевых частях. Потом мы помогали Северной Корее.
начиная с 1950 года, и демобилизовался в сентябре 1952 года. Вот вкратце. Сколько лет вам было, когда началась война? Когда началась война, мне было 15 лет, а в армию через 3 года, вот, когда 18 лет исполнилось, призывали меня. Это в 43-м году призывали. Когда война, в 41 году у меня 11 лет было. Чем вы занимались до войны? Какие планы строили? Тылы работал, в колхозе. Учился, 7 классов окончил, потом 3 года работал в колхозе. Секретарем комсомольской организации меня выбрали. Мы же дети были. Ужасов такой войны еще мы не понимали. Когда вот 3 года после учебы в колхозе работал, мы тогда только почувствовали, что это ужасное дело. И по радио тоже слышали. По радио передавали много. Такие ужасы передавали, что каждый день сдают города, и немцы захватывают. Я в 43-м году призвался. Тогда якуты известны были уже. Хорошие стрелки, хорошие бойцы, разведчики, связисты. Поэтому Владимир Сталин в 1942 году издал приказ, чтобы из якутских молодых пополнение обучать военные дела. Военные специалисты. Это снайперов, разведчиков, связистов и других. По другим орудиям тоже снайперов готовили. Я сказал, что в 7 классе у меня был Барашиловский стрелковый значок. Вот этого значка у меня сегодня нет. У меня есть. Ага. И по значку мне видели, что я будущий снайпер. Это в 1943 году. Меня сразу на сборы взяли, подготовили снайпера. Через 40 дней я уже отличником снайпером был, окончил. И по этому поводу мне домой родным и своей комсомольской организации тоже написали с командования, что хороший у нас якутский парень. А из вашей семьи кто-нибудь еще кроме вас воевал? Близкие были, конечно. Мои братья, старшие братья. Я из 12 детей родились моих, я один остался был. Они в раннем возрасте все умерли, потому что условия тогда плохая была. Капиталисты там хозяйничали. А советская власть восстановилась только в 17-м, а я в 25-м родился. Я совсем... Хорошо, что я вот в Советском Союзе, при Советском Союзе родился и вот живу. И свою жизнь отдал за власть советскую. Где и как встретили победу? Победу я встретил в Монголии. Я служил в Монголии. Там нас обучали. И в этой же месте 2 года служил. И мы встретили, к нам пришли сообщение, что война кончилась, немцы уже сдались, и мы сразу все винтовку бросили. У нас учение было как раз. Мы от радости все обнимались, баловались просто. И у нас на поле принесли покушать, обед принесли. И сразу домой уже разошли с учебы. Не домой, а в казарму. В час. И час пришли, уже там праздничная обстановка была. И с Японией тоже прямо через месяц победа была. Что вы пожелаете молодым? Ну, молодые это должны работать, надо работать и учиться, конечно. Ага. И
хорошо учиться надо и работать надо. Тогда Можете пожелать? Мы при совете в нашем округе, Губинский округ у нас, мы в этом округе мы члены Совета ветеранов. Я занимаюсь там этим патриотическим воспитанием. В школах мы с статьянцев классах. У нас две школы рядом. И речное училище есть. Еще. Вот с ними мы занимаемся. Так, ну, молодому поколению, что я скажу? Сейчас, во-первых, надо сказать, что мы разительно отличаемся от нынешнего поколения. Мы отличаемся. Тогда, я бы так сказал, были более дисциплинированные, что ли. Были и требования к нам жестче. И вообще мы были более послушными, я бы сказал. И никакого курения среди молодежи тогда не замечалось. Я имею в виду девочки. Чтобы девочки курили, это вообще невозможно было представить. А сейчас сплошь и рядом я вижу это. Вот. Я желаю, значит, молодежи что? Ну, самообразовываться. Кроме полученного образования, надо еще работать над собой. Я, например, всю жизнь работаю над собой, хотя я не получил высшего образования. Вот. Я пишу стихи, пишу очерки, занимаюсь краеведением, изучаю гражданскую войну больше, чем отечественную войну. Меня больше та тема интересует. Написал много материалов, опубликовал о гражданской войне в Якутии и в Сибири. Выпустил 4 сборника стихов. У меня 34 песни написаны. Часть из них поют, часть еще лежат они. Но у всех есть ноты. На них есть ноты. Мы вам благодарны за интервью. Война не должна повториться. Будем помнить о военных событиях, рассказанных нашими уважаемыми ветеранами. Мы будем знать и беречь историю своей страны. Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают. С момента окончания войны прошло 70 лет, но по-прежнему жив в сознании народа великий подвиг солдат-воинов. Мы, молодое поколение, вглядываясь в лица ветеранов, стараемся представить, какими они были тогда, увидеть через глаза ужас войны, который им пришлось пройти. Мы благодарим их за подвиг, который они совершили не ради славы, а ради мирной жизни на земле.